Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы можем предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в наших университетах, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь этническим кыргызам малого и большого Памира Афганистана. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение. Вместе с тем, из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане. Серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе и в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. Пандемия коронавирусной инфекции также стала одной из причин того, что реализация целей устойчивого развития в Кыргызстане не может выполняться своевременно и в полном объеме. Мы вынуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР финансы для борьбы с пандемией и погашения внешнего долга. В этой связи призываем двусторонних и многосторонних кредиторов поддержать инициативу по облегчению внешнего долга в обмен на жизненно важные проекты устойчивого развития Кыргызстана. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе 2002 год был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит, а в 2018 году уже 4-й Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию о сохранении горных ледников и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами-ареалами, обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности.
Кыргызская экономика постепенно зеленеет, в строй будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать наши уважаемые соседи по региону, с которыми у нас общая история и, уверен, общее будущее. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мы также участвуем в проекте строительства железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан и поддерживаем модернизацию евразийской железнодорожной инфраструктуры. Уже сегодня Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского союза к морским портам Карачи, Бандер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок. Вместе с тем обращаю внимание, что успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить максимальные выгоды. В случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. В этой связи выступаем за создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также за снятие барьеров на пути к экономической кооперации, упрощение процедур прохождения границ и транзита между странами и регионами. Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы можем предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в наших университетах, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь этническим кыргызам малого и большого Памира Афганистана. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение. Вместе с тем, из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане. Серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе.